Юрий Васильевич Бондарев писал о войне и мире, о любви и справедливости, о том, как сохранить человеческое достоинство в самые трудные времена. Его произведения пробуждали страстный читательский интерес и становились поводом для живых дискуссий, а его бескомпромиссность и верность тому, во что верил всю жизнь, вызывали и вызывают неподдельное уважение. Будущий писатель родился 15 марта 1924 года в городе Орске в семье народного следователя. Его детство прошло в переездах: Урал, Средняя Азия, Оренбуржье. В 1931 году семья Бондаревых обосновалась в Москве. Именно там, в Замоскворечье, маленький Юра поступил в местную школу. По вечерам дома читались книги, особенно русская классика, в дальнейшем повлиявшая на развитие творческих способностей мальчика. В школе Юрий лучше всех в классе писал сочинения. Заметив это, учительница посоветовала способному ученику посвятить себя литературе. И он с энтузиазмом принялся выпускать журнал в своей школе, но на дальнейшие планы повлияла война. Будучи 17-летним юношей, летом 1941 года Юрий Бондарев с другими добровольцами принимал участие в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, едва успев вернуться в Москву до начала ожесточенных боев. В марте 1942 его призвали на военную службу. В октябре, пройдя ускоренный курс обучения, он попал на Сталинградский фронт. Был дважды ранен, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. Дошел до Чехословакии. Домой младший лейтенант Бондарев вернулся в декабре 1945 года. С началом мирной жизни Бондарев поступил в литературный институт имени Горького. В 1951 году его приняли в Союз писателей СССР, а вскоре в печать вышел его дебютный сборник рассказов «На большой реке». Война оставила глубокий след в душе писателя, который своим творчеством пытался сохранить память о погибших. Большинство произведений Бондарева связаны с военной тематикой. Наиболее пронзительными из них стали «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Последние залпы», «Тишина», «Юность командиров», «Берег». Действие повести «Батальоны просят огня» разворачиваются на Украине в 1943 году. Два батальона 85-го стрелкового полка должны форсировать Днепр, создать плацдарм в районе деревни Новомихайловка для последующего развития наступления дивизии. Батальонам был дан приказ, укрепившись на плацдарме, завязав бой, подать сигнал дивизии «Просим огня», после чего вся дивизионная артиллерия должна была дать удар по противнику. Но во время наступления командующий армией отдает приказ перебросить дивизионную артиллерию на другое направление, а батальонам держаться насмерть своими огневыми средствами. Напрасно батальоны, начав неравный бой в немецком тылу, просили огня. Был ли приказ командования, обрекший людей на верную гибель, ошибкой или военным маневром, приближающим великую победу? Роман Юрия Бондарева «Горячий снег», написанный в 1970 году, повествует об обороне Сталинграда в декабре 1942 года. В основе произведения лежат реальные исторические события. Это попытка немецкой группы армии Дон деблокировать окруженную под Сталинградом армию Паулюса. Время действия романа ограничено всего несколькими днями, в течение которых советские солдаты самоотверженно обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков. Автор показал, что герои Сталинградской битвы – это обычные советские люди, образованные и не очень, молодые совсем и пожилые. Это люди, которые защищали свою родную землю. Как они, уставшие после долгого марша-броска, без отдыха и еды, вступили в бой, который длился почти сутки. Одна артиллерийская батарея в таком грандиозном сражении – это песчинка в море. Но художник на примере этой батареи, насмерть стоявшей на рубеже у реки Мышкова, показал несгибаемость характера советского солдата. Из более сотни бойцов от батареи осталось всего несколько человек, но враг не прошел. И эти страшные жертвы были не напрасны. Даже одна батарея, один взвод, один человек способны решить исход грандиозного сражения.
С 1963 года Бондарев являлся членом Союза кинематографистов. По мотивам литературных работ писателя и непосредственно с его участием были сняты художественные фильмы, а сам автор неоднократно был отмечен престижными премиями и наградами. Правда, к экранизациям своих произведений писатель относился как к совершенно особенному искусству, не имеющему никакого отношения к его романам. Юрий Бондарев, книги, которые он написал за свою жизнь, считал своими детьми. Любил все одинаково, ценил сильные чувства и мудрые слова, верил в огромную силу правдивого слова.